ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 12:00. Большая сцена городского дворца культуры. Последний прогон ансамбля «Елочка» перед важной поездкой в Сыктывкар. Сегодня ребята отрабатывают дроби на родной сцене, а уже послезавтра блеснут своим талантом на республиканском конкурсе хореографического мастерства «Зимушка-зима». Смотр проходит один раз в 2 года и невероятно важен для ребят, ведь победа в нем дает ребенку статус одаренного и возможность летом отдохнуть и позаниматься на морском побережье. Творческие смены, которые ухтинцы благодаря своим заслугам посетили уже 7 раз, проходят в Анапе. Чтобы удостоиться статуса, на конкурс вывозят только новые номера. Это требование. Соответственно, нужно пошить и новые костюмы. Чтобы они полностью соответствовали областным особенностям танца, ткани для них пришлось везти из другой части страны. И это поставило под угрозу участие в соревнованиях. Мы заказываем и работаем с Новосибирском. И ткани заказываем по базам, по складам. Из Новосибирска вот так случилось, так связалось, что работаем с конкретной компанией. И, к сожалению, в связи с новогодними мероприятиями наши ткани задержались из транспортной компании, которая нас очень подвела. Но вот мастера стараются успеть, справляются. И даже сегодня не все элементы костюмов доделаны, к сожалению. Но будем надеяться, что все будет благополучно. Очевидно, у художников по костюмам сегодня будет неспокойная ночь. 2 вагона с участниками ансамбля, это 76 человек, отправляются в Сыктывкар уже завтра. Когда ребята окажутся на сцене, придет очередь беспокоиться родителям и хореографам. К слову, как отмечает руководитель ансамбля, поездка состоится именно благодаря этим людям. Костюмеры в авральном порядке приготовили больше 60 костюмов. Постановщики выверили каждый шаг, а родители собрали на весь коллектив 700 тысяч рублей. Именно в такую сумму «Елочки» вышла эта статусная поездка.